Кобяйском Улусе на переправе через реку в ледяную ловушку угодили 3 грузовика с нефтепродуктами. Ведутся исследования проб речной воды и спасательные работы. Жители Вилюйской группы районов будут пить чистую воду. Якутия вошла в федеральный проект. Новый норматив для школьников теперь культурный. Детей заставят посещать музеи, выставки и смотреть кино. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Кобяйском Улусе на ледовой переправе через реку Тумарова во льдах застряли 3 автомобиля «Урал», сообщила пресс-служба Минэкологии Якутии, отметив, что произошел разлив нефтепродуктов. К моменту проверки автотранспортные средства были разгружены. Инспекторами отобраны пробы вод реки Тумара. По результатам лабораторного исследования в пробах речной воды с места обнаружения автомобилей установлено превышение содержания нефтепродуктов более чем в 21 раз. В отношении владельцев транспорта возбуждено административное производство. Одна машина уже извлечена из реки. Проводятся работы по извлечению остальных Уралов. На портале dv2025.rf началось голосование за предложенные меры по развитию Дальнего Востока. Каждый житель России может не только оставить свои предложения, но и поддержать другие. На сегодня открыто голосование по тематическим блокам: работа органов власти, дальневосточный гектар и экология. Как пояснили в Минвостокразвития, те предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут прорабатываться дальше. 390 населенных пунктов республики, где проживает около 95% якутян, покрыты эфиром цифрового вещания. Об этом сообщил министр цифрового развития Анатолий Семенов. Напомним, с 3 июня на территории России полностью прекратится трансляция обязательных общедоступных телеканалов. Произойдет переход на цифровое вещание, включающее в себя 20 телеканалов. Уже сегодня якутяне могут получать сигнал в цифре и в рамках 1 и 2 мультиплексов. Получать цифровой сигнал можно и через спутниковые тарелки. Также Министерство цифрового развития Якутии заключило соглашение с компаниями Орион Экспресс и НТВ+. Теперь их оборудование можно покупать со скидкой и получать бесплатно 40 телеканалов, в том числе НВК «Саха». Вилюйская группа районов Якутии вошла в федеральный проект «Чистая вода». Сколько средств выделено и какие населенные пункты будут обеспечены питьевой водой нормативного качества, об этом в материале Сусанны Рожиной. 27 водоочистных сооружений будут установлены в крупных населенных пунктах Вилюйской группы районов, в том числе Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтари, Нюрбе и Сельдюкари. Будет закуплена водовозная техника, приобретены и установлены водоочистные станции. Финансированием этого будет заниматься фонд будущих поколений. Определена потребность в финансировании, да, это порядка 2 миллиардов рублей. Но это если все привести в соответствие нормативное состояние. Будут разработаны альтернативные источники водоснабжения, который позволит снизить риск повторения ситуации, которая была в прошлом году. Для того, чтобы предотвратить последствия загрязнения реки Вилюй, Республиканским информационно-аналитическим центром экологического мониторинга до сих пор проводится ежемесячный отбор проб воды. Качество воды на сегодня у нас соответствует данным многолетних наблюдений, то есть ничего экстраординарного, необычного мы не фиксируем. Если у нас населенные пункты по реке Вилюй будут обеспечены, будут установлены эти водочистные станции, это в дальнейшем значительно улучшит качество проживания населения. На дальнейшую перспективу в Якутии проводится исследование и выявление запасов подземных вод, которые могли бы стать альтернативным источником запасов чистой воды в населенных пунктах республики. Сейчас идут поиски на территории Мирнинского и Сунтарского районов. В первую очередь мы планируем охватить Сунтарский район и Мирнинский район. В Сунтарском районе у нас в этом году запланированы поисковые работы в районе села Сунтар. На следующий год мы планируем уже постановку работ в более мелких населенных пунктах, в том числе в селе Сельдюкар Мирнинского района. Вопрос обеспечения республики качественной питьевой водой очень важен, поэтому Якутия вошла в федеральный проект «Чистая вода», и до 2024 года на эти цели будет вложено более 9 миллиардов рублей. Уже в этом году по этой линии работы по строительству водоочистной станции начнутся в городе Алекминск. Сусанна Рожина, Григорий Хлопков, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Заготовить дрова на зиму теперь можно бесплатно. Главное знать правила сбора валежника. Такая нехитрая процедура осуществляется в рамках закона. Это понятие ввели в статью Лесного кодекса Российской Федерации. В нем говорится, что жители могут свободно и бесплатно заниматься сбором валежника для собственных нужд. А что нужно знать, чтобы не нарушить законы, и что же все-таки такое валежник, расскажем в сюжете далее. Дрова. Для многих это основной источник тепла круглый год. В среднем машина дров в Ленске стоит около 15 тысяч рублей. За весь период холодов жители частного сектора на печном отоплении сжигают в печах 3 машины. За зиму выходит кругленькая сумма. С начала 2019 года у жителей частного сектора появился альтернативный путь решения этой задачи. Жители могут свободно и бесплатно заготавливать валежник для собственных нужд. Это мертвые деревья. Древесина у этих деревьев потеряла свои технические качества и подвергается гниению. Следовательно, может использоваться только в качестве топлива и удобрения. Главное не перепутать заготовленные на вывоз дрова с валежником, иначе могут быть неприятности. В районе достаточно много участков леса, арендованы под заготовление древесины на производство. И если собрать заготовленный материал под видом валежника, дрова обойдутся слишком дорого. Можно легко попасть под статью. В 3 случаях сбор валежника запрещен. Во-первых, в местах рубки лесных насаждений. Это опасно для жизни. Во-вторых, в местах складирования древесины, потому что, как я уже говорила ранее, в этом случае это не валежник, а чья-то собственность или государства, или частника. Сбор такого, скажем, в кавычках, валежника будет приравниваться к краже и наказываться по всей строгости закона. В-третьих, нельзя собирать валежник на особо охраняемых природных территориях. Здесь вмешательство человека запрещено полностью. За незаконной вырубкой лесного массива и за правильный сбор валежника следит Ленское лесничество. И это не единственное направление работы учреждения. Основная задача Ленского лесничества – это охрана и контроль за лесными ресурсами, то бишь за лесозаготовителями и организациями, которые сейчас работают на нашей территории. Это газовики, нефтяники. Территория Ленского лесничества составляет около 7 миллионов гектар. Это леса федерального значения. Закон вышел, но есть небольшой нюанс. Для каждого субъекта страны будут приняты индивидуальные правила и нормы сбора валежника. В Якутии над этим уже работают в Департаменте лесного хозяйства и Министерстве экологии республики. Но какие бы нормы и правила не были добавлены, неизменно одно – жители беспрепятственно могут заготавливать дрова в необходимом количестве и бесплатно. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Семьи Якутии с детьми, рожденными после 1 января 2019 года, получат еще одну меру социальной поддержки. Согласно подписанного главой Якутии Найсеном Николаевым указа, при рождении или усыновлении первого ребенка семьи получат денежную выплату в 2-кратном размере прожиточного минимума для детей в сумме 33 812 рублей. При рождении второго – региональный материнский капитал в размере 135 907 рублей. А семьям, у которых родились в этом году третий или последующий ребенок, будет адресована ежемесячная выплата в размере 16 906 рублей до достижения малышом 3 лет. Для реализации данных дополнительных мер социальной поддержки до 2024 года будут направлены почти 20 миллиардов рублей. В этом году денежную выплату могут получить более 12 тысяч семей. При рождении первого ребенка предусматривается единовременная выплата в размере 33 812 рублей. При рождении второго ребенка дополнительно к материнскому семейному капиталу предусматривается 30%, значит, порядка 139 тысяч рублей на условиях материнского семейного капитала. И при рождении третьего ребенка ежемесячная выплата по уходу за этим ребенком до 3 лет в размере 16 906 рублей. При этом данная выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 42 тысячи рублей. Все для развития сельского хозяйства. Сегодня в республике, да и в стране в целом, вокруг развития сельского хозяйства идет много разговоров. Как на самом деле действуют программы, направленные на поддержку сельхозпроизводителей? В помощь ли дальневосточный гектар якутским фермерам? И что нужно для увеличения поголовья скота, узнавала Анна Кожевникова. Рабочий день Валерия Романовича начинается в 6 утра. Он идет на край деревни в свой коровник. Сначала нужно очистить стойло.
а затем накормить животных. Так и живут на родной земле, трудятся артанахаринцы. У фермеров не бывает выходных и отпусков. Ведь за коровами нужен ежедневный круглогодичный уход. Но это главный заработок семьи Валерия Прокопьева и Вероники Федоровой. Да и не представляют они, как можно жить в селе и не заниматься животноводством. Это нынче будет 10 лет, как я занимаюсь предпринимательством по сельскому хозяйству. В общем, работа, конечно, тяжеловата, но зато, как говорится, как поработаешь, так и получишь. А Вероника Январевна всю жизнь занимается сельским хозяйством. Если Валерий Романович приехал в эти края из Покровска, то супруга – уроженка Артанахара. Помимо сельским хозяйством, семья активно занимается общественной жизнью. Я работаю поваром в школе, и депутат, и начальник микрорайона. Все равно в своей деревне помогаем, работаем. По спортивной части, по культурной части, активная земля. В сельском хозяйстве все производство безотходное, даже навоз приносит доход. Его фермеры обычно обменивают на топливо. Сейчас у Валерия Романовича и Вероники Январевны 13 голов КРС, а раньше до 40 доходило. Но с каждым годом все труднее заготавливать сено, потому что нет земель, приходится покупать, а это очень затратно. Хотя со стороны местных и районных властей есть поддержка. Конечно, есть районная программа управления сельского хозяйства. У нас очень много предпринимателей пользуются субсидиями, которые возмещают затраты по приобретению техники, по доставке кормов, которые тоже осуществляет в прошлом году администрация Ленского района, тоже была поддержка. Сейчас фермеры стали участниками федеральной программы «Дальневосточный гектар» и взяли землю для заготовки сена. С реализацией продукции проблем нет. Их мясо всегда пользуется популярностью на ежегодной осенней ярмарке сельхозпроизводителей. Молоко сдают в молокоприемник общества с ограниченной ответственностью «Батамайское». А в планах у Валерия Романовича и Вероники Январевны развивать агротуризм. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Учащиеся российских школ будут сдавать культурный норматив. Два министерства просвещения и культуры объявили о создании совместного проекта для школьников. По планам, каждый ученик ежегодно будет обязан посетить определенное количество выставок, концертов, музеев или спектаклей, а также посмотреть несколько отечественных фильмов. Сделать это можно будет и в цифровом формате, например, с помощью платформы «Российская электронная школа», где уже размещены виртуальные музеи, спектакли и фильмы. Так ребята смогут познакомиться с объектами культурного наследия не только своего региона, но и всей страны. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале, мы следим за развитием событий.